Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня отмечается юбилей 26-й школы города Якутска. 75 лет. ДК имени Кулаковского. Добрый день, уважаемые гости, педагоги, ветераны, родители, ученики и выпускники всех лет. Добро пожаловать на юбилей нашей любимой школы. Сегодня мы отмечаем 75-летие нашего общего дома, место, где прошли самые яркие годы нашего детства и юности. В исполнении хора учителей и учеников звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Просим всех встать. Собрались, чтобы снова вспомнить тех, кто ушел в историю теперь, и кто собой день нынешний наполнен. Их много, пожилых и молодых, чей труд сродни труду героя, кто, не жалея сил своих, растит грядущее, и нет ему покоя. Видим в зале счастливые лица прошлых лет, ты не жалей. Нас много, и это не снится. Празднуем мы юбилей. Она оправдала эти надежды и прожила интересной и насыщенной жизнью. Все 75 лет до сегодняшнего дня. Внимание на экран. История нашей школы неразрывно связана с историей каждого, для кого 26-я школа не просто адрес, а частичка собственной жизни. С 1950 года начинается история школы номер 26, история становления школы и поиска собственного пути дальнейшего развития. Первые 18 лет руководила школой Елизавета Юрьевна Келли-Пелли. За годы ее руководства школа, образованная как 7-летняя, через несколько лет уже стала средней. В эти же годы был заложен фундамент будущего гимназического и профильного образования.
26-я школа имеет глубокие традиции, которые сохраняются уже много лет. Принимая традиции школы, мы стараемся исследовать призывы времени и учитывать стремительные изменения как в обществе, так и в науке. Преемственность поколений и преемственность традиций – наш главный ресурс. Я люблю свою школу, потому что появляются новые друзья и детей учат всему. Школа – это мои друзья, мой класс, мои дорогие учителя. Я частичка моей школы, и школа – частичка моей жизни. Это особый мир, в котором нам, ученикам, интересно учиться и творить, раскрывая свои таланты на различных конкурсах, олимпиадах, неклассных мероприятиях. Мы любим тебя, родная школа! 75 лет – это созидание, вклад в образование и успех наших выпускников. Школа гордится своим прошлым, уверенно смотрит в будущее. С днем рождения, дорогая школа! В нашей школе много профильных классов. Одним из них является гуманитарно-эстетическое направление. Первый гуманитарно-эстетический класс был открыт в 2006 году при поддержке Недосековой Татьяны Даниловны, Ипатьевой Ольги Юрьевны и Савиной Оксаны Семеновны. Пусть наша школа продолжает дарить знания и воспитывать новое поколение, оставаясь родной и любимой для всех. В школе я обучаюсь с 1 класса. За все это время я обрел множество верных друзей и товарищей. Я помню, как мы младшеклассниками играли в догонялки, учились дружить и помогать друг другу. Также хочется отметить то, что 2 года назад был построен новый, красивый и светлый пристрой в нашей школе. С юбилеем, любимая школа! Кропотливый и упорный труд наших учителей помогает стать людьми с большой буквы и реализовать свои таланты и возможности сотням наших выпускников. Это они – главный результат нашей работы. 26-ю школу оканчивал мой старший брат Александр Бузмаков, ныне режиссер и московский ресторатор. Эту же школу окончила и я. Сегодня в этой школе учатся мои дети. Вот такая вот преемственность поколений. Я с большим удовольствием, с радостью поздравляю с юбилеем. И хочу пожелать, чтобы в школе как можно чаще появлялись те самые интересные учителя и оставались в стенах этой школы. С юбилеем, родная школа! И хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее. Для меня 26-я школа по-настоящему родная. В далеком уже 1989 году я ее окончил, а 30 лет спустя был назначен директором. И мне очень волнительно осознавать всю ответственность, которая на меня возложена. За 75 лет школа прошла славный, насыщенный событиями путь развития. Она всегда была в числе ведущих школ города Якутска и остается ею поныне. Искренне поздравляю коллектив школы, ветеранов, учащихся и родителей, выпускников разных лет с этой знаменательной датой. 26-я с юбилеем! Профессиональный состав школы номер 26 – это команда единомышленников. Мы собрались вместе, чтобы создать школу, в которой каждому ребенку будет интересно расти, добиваться высоких результатов, творческих и спортивных высот, общаться, дружить и просто жить. И пусть по-прежнему слова «ученик школы номер 26» будут звучать гордо.
школы Аяну Ильичу Васильеву. Уважаемые гости, ветераны и учителя, родители и выпускники 26-й школы. Нашей любимой школе исполнилось 75 лет. Мы с вами творцы 75-летней истории. Для нас это время открытий и свершений, надежд и достижений. За этот период школа прошла славный, насыщенный яркими событиями путь развития. Первый директор Елизавета Юрьевна Келле-Пелле возглавляла нашу школу долгих 18 лет. Именно в те годы был заложен фундамент будущего гимназического и профильного образования. Введены раннее обучение английскому языку и углубленное изучение химии. Хочу привести отрывок воспоминания выпускника 1968 года Ивана Дмитриевича Грачева, сына первого директора, известного государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук. Я считал свою 26-ю школу лучшей, и тому было немало оснований. К примеру, по договоренности Елизаветы Юльевны с председателем президиума Якутского научного центра Николаем Васильевичем Черским мы ходили в многодневные и многонедельные геологические походы. С тех пор и на всю жизнь я помню Амгу, Алекму, Алтан, Вилюй, Ленские столбы. Полагаю, такого нет ни у кого в мире. С глубокой нежностью вспоминаю одноклассниц, с уважением друзей одноклассников и баскетбольную команду, капитанство в которой было важной ступенькой в моей политической биографии. И в ноябре 2020 года по ходатайству педколлектива решением Якутской городской думы школе было присвоено имя Елизаветы Юрьевны Келле-Пелле, чем мы безгранично гордимся. Школа до 1978 года располагалась в двухэтажном деревянном здании. Это бывшая женская прогимназия по улице Кирова, 8, где ныне находится Якутская Ленская епархия. А в 1978-82 годах школа находилась в двухэтажном каменном здании по улице Ярославского, 14. И я, будучи учеником 4 класса, успел в нем там проучиться. И сейчас в этом здании расположен, как вы знаете, Якутский городской лицей. А в сентябре 1982 года школа переехала в новое трехэтажное каменное здание по улице Ярославского, в котором работает и по сей день. Начался переход на кабинетную систему обучения. Активно шел процесс технического оснащения учебных кабинетов. В 1983 году открылся первый якутский класс с русским языком обучения, что было новым явлением в русскоязычной школе. А в 1985 году якутский класс с родным языком обучения. И эти классы плодотворно работают и по сегодняшний день. Сегодня мы с теплотой и уважением вспоминаем имена наших директоров того периода. Мирослава Алексеевича Гойсона, Александра Петровича Рыбкина, Владимира Дмитриевича Борисова, Людмилы Игоревны Повецкой. Все они были видными организаторами образования и замечательными педагогами. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в развитие 26-й школы. Конечно, я с особой благодарностью вспоминаю директора Людмилу Игоревну, которая вручала нашему выпуску в 1989 году аттестаты о среднем образовании. Товарищи, следующий период в истории школы можно назвать временем создания модели инновационной школы, который связан с именем директора Татьяны Даниловны Недосековой. За тот период 26-я школа прошла 3 основных этапа по созданию модели инновационной школы. От экспериментальной многопрофильной школы гимназии, центра профильного образования до школы с углубленным изучением отдельных предметов. При этом неизменным остается профилизация обучения. В 90-х годах открываются гимназическое, профильное, эстетическое, якутское и общеобразовательные отделения. Новые профильные классы, как оборонно-спортивные, информационно-технологические, социально-гуманитарные, социально-экономические. 26-я школа имеет глубокие традиции, которые сохраняются уже много лет. Более 30 лет работают военно-спортивные клубы «СКАТ» и «БАРС»,
клуб имени Героя России Александра Рыжикова, музыкально-эстетический салон «Муза», интеллектуальный клуб «Юнис», конкурсы «Сказочный калейдоскоп», «Мисс Натали», КВН между учениками и учителями, литературный бал, турфест стали визитными карточками школы. В 2006 году школа становится ассоциированной школой ЮНЕСКО, а в 2007 году открывается музей истории школы, первым заведующим которого была Антонина Федоровна Глушко. Усиливается олимпиадное движение. Ученики принимают участие во всероссийском этапе предметных олимпиад. Выпускники успешно сдают единый госэкзамен. Появляются первые 100-бальники. Увеличивается количество медалистов. Всего школа закончила более 250 медалистов, в том числе 10 по итогам прошедшего учебного года. В 2013-2017 годах школа работала по реализации проекта «Школа-центр поликультурного образования», основная идея которого заключалась в понимании того, что поликультурное образование приобщает подрастающее поколение к этнической, многонациональной, российской и мировой культурам. Традиционными стали методические инновационные недели, фестиваль «Розовый фламинго», конкурс «Две звезды», идейными вдохновителями которых были Ольга Юрьевна Ипатьева, Любовь Николаевна Ноева, Оксана Семеновна Савина. С 2017 года программа развития «Школа. Территория успеха» получила дальнейшее развитие. Этнический компонент с 2020-2021 учебного года получил развитие через изучение ивенкийского языка, литературы и культуры. Программа «Школа. Территория успеха» состояла из отдельных проектов 6 предметных кафедр и 5 метод объединений, работу которых направляет школьный метод-совет. Была эффективно организована система методической работы школы, направленная на повышение профессионального мастерства педагогов и совершенствование образовательного процесса. Активно функционировало объединение молодых учителей «Меридиан». С 2020 года реорганизованное в сообщество инициативных учителей «Импульс», а с этого года именуется Альянс молодых учителей «Про-Учитель». Школа в качестве пилотного образовательного учреждения одной из первых в городе внедрила ФГОС среднего общего образования. С 2017 года 10-11 классы учатся по профильным направлениям, рекомендованным ФГОС. В 2022 году была принята очередная программа развития «Эффективная школа» на ближайшие 5 лет. Ее цель – создание модели эффективной школы, обеспечивающей доступность качественного образования, удовлетворение образовательных запросов как механизма становления социально успешной и нравственной личности, повышение образовательных результатов, обучающихся через использование эффективных способов профессиональной деятельности педагогов. Школа всегда была в числе лучших в городе и остается ею поныне. Это бесспорно заслуга всего педагогического коллектива, учителей, завучей, моих предшественников, директоров, работавших в школе в разные годы. Хотелось бы отметить имена педагогов, внесших значительный вклад в развитие нашей школы. Это Валентин Афанасьевич Пшенников, Ольга Ивановна Алиева, Дмитрий Николаевич Сагосток, Антонина Федоровна Глушко, Любовь Андреевна Барышника, Лидия Алексеевна Макарова, Юрий Иванович Харитонов, Наталья Алексеевна Ким, Елена Ивановна Михайлова, Нина Ефимовна Константинова, Валентина Ивановна Кубашевская, Мария Григорьевна Терещук, Рима Петровна Камоза, Любовь Николаевна Ноева, Лариса Афинадоровна Попова, Христина Григорьевна Микушина, Вероника Николаевна Едисеева, Марфа Семеновна Кронникова, Гульнара Шамильевна Скоробогатова, Ольга Юрьевна Ипатьева, Оксана Семеновна Савина, Розалия Ивановна Сандакова, Татьяна Геннадьевна Рыкова, Татьяна Михайловна Туги и многие-многие другие. Профессиональный состав нашей школы – это команда единомышленников. Мы собрались вместе, чтобы создать школу, в которой каждому ребенку будет интересно расти, добиваться высоких результатов, творческих и спортивных высот, общаться, жить и просто жить. Образование – это процесс, который постоянно меняется как по форме, так и по содержанию. В 2023 году в школе провели капитальный ремонт, а в 2024 году открыли пристрой. Сегодня мы направляем все усилия на обеспечение
высокого качества обучения и воспитания наших учеников. Мы рассчитываем, что наши выпускники станут лидерами в той или иной профессиональной, научной, культурной, общественной деятельности, которую для себя выбирают. Мы гордимся нашими выпускниками, которые самоотверженно трудятся в различных отраслях народного хозяйства, прославляя свою родную школу, город, республику. Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы знаем, что наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, а мечты сбудутся. И когда мы через 10 лет соберемся с вами для того, чтобы отметить свой следующий юбилей, анализируя последние 10 лет, мы скажем себе, что все, о чем мы думали, о чем мечтали, чего хотели, все это в конечном счете сбылось. Я желаю всем педагогам, ученикам, родителям добра, здоровья, благополучия и успехов. Особую признательность выражаю ветеранам педагогического труда. Ваш самоотверженный труд, самоотдача, благородство, помыслов и дел служат примером для всех поколений учеников и учителей. Всем учителям желаю преданности своему делу, оптимизма, теплоты души, взаимопонимания с учениками и родителями. И пусть по-прежнему ученик школы номер 26 будет звучать гордо. Я сердечно поздравляю всех с юбилеем и желаю нашей любимой школе процветания и дальнейшего поступательного развития. 26-я с юбилеем! В 1999 году вручилась учителям за высокие результаты и многолетнюю педагогическую деятельность. В 2025-26 учебном году премия вручается учителю начальных классов высшей категории Светлане Анатольевне Имаевой, выпускнику школы 1985 года, работающей в школе с 1990-го. Светлана Анатольевна, где вы? Приглашаем на сцену. Администрации за такое высокое звание. Я очень благодарна. Я лишь сказала спасибо вам и желаю всем успеха во всем. Спасибо. Вам спасибо. Очень символично, что Светлана Анатольевна наш выпускник, и в этом году 40 лет, как они закончили нашу родную школу, и 35 лет ее педагогического стажа именно в нашей школе. Спасибо. Как хорошо, что есть такая дата. Как хорошо, что место тоже есть. Куда мы можем все собраться, где можем вместе все встречаться и словно в детство, в юность возвращаться. Мгновение счастья и волнение странного, и детский смех, и труд учителей. Все это словно прожитое заново сплелось сегодня в слове «юбилей». Позвольте зачитать поздравления директора, руководившей школой в период с 1989 по 1991 год Людмилы Игоревны Повецкой. Здравствуйте, уважаемые учителя, ветераны, выпускники 26-й школы, гости. Школа славилась своими учителями. Мне посчастливилось поработать с некоторыми из них. Это Дмитрий Николаевич Асагастов, Флоренция Павловна Измерова, Диана Александровна Полуэктова, Галина Ильинична Устинова, Валентина Ивановна Кубашевская, Лидия Алексеевна Макарова, Александра Алексеевна Чернинова, Валентина Владимировна Селезнева, Елена Ивановна Михайлова, Галина Георгиевна Отцова, Юрий Иванович Харитонов, Ольга Юрьевна Ипатьева. Многие из них работали директорами школ города. Следовательно, 26-ю школу можно смело назвать резервом руководящих кадров столичного образования. А самое главное, школа может гордиться своими выпускниками по праву. Достаточно назвать одного, моего коллегу Аяна Ильича Васильева, выпускника 10-го В-класса 1989 года, классный руководитель Нина Ефимовна Константинова.
Сегодня наблюдается новый виток в развитии школы. Новые проекты, новые задумки, которые нужно реализовать. Поздравляю всех, весь коллектив школы, учителей, учащихся и их родителей с юбилеем. Успехов! А теперь позвольте зачитать поздравления директора Татьяны Даниловны Недосековой, которая руководила школой 23 года в период с 1991 по 2014. Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, выпускники школы и их родители. От всей души поздравляю всех с 75-летним юбилеем. Сегодня я с теплотой и радостью вспоминаю все 23 года, которые были отданы нашей любимой школе. Для нас история школы – живая память людей, радость встреч и горесть утрат. Это судьбы наших педагогов и учеников. За эти годы школа пережила много радостей, много невзгод, много преобразований и переименований. В далекие 90-е она называлась экспериментальная многопрофильная школа-гимназия, и это соответствовало ее деятельности. Мы строили и создавали новую школу, формировался высококвалифицированный коллектив учителей и заместителей директоров, опирались на науку. Приятно, что традиции, заложенные нами, продолжаются. Сегодня 26-я школа – это современное образовательное учреждение, во главе которой стоит надежный директор Аян Ильич Васильев, делающий все, чтобы школа была востребованной. Пусть все задуманное осуществляется, надежды не угасают, а мечты сбываются. История школы продолжается. Слово предоставляется Дмитрию Евгеньевичу Глушко, выпускнику школы 1992 года, ректору Мордовского государственного университета, кандидату педагогических наук. Уважаемые друзья, добрый день! Сегодня действительно такой праздник, ради которого стоит прилететь в город Якутск для того, чтобы вместе с коллективом учителей, педагогов любимой родной школы побыть хотя бы несколько минут вместе, что-то вспомнить и порадоваться общим радостям. Вы знаете, школа, мне кажется, самое главное, что дает человеку, это даже не знания, которые действительно школа дает, и они потом нужны, много раз тебе пригождаются, а самое главное, наверное, дается ощущение справедливости, любви, нужности тебя. И школа – то место, куда ты можешь и должен возвращаться через годы для того, чтобы иногда получить совет, а иногда поделиться этим советом. Но самое главное, мне кажется, выпускникам школы, они должны возвращаться к своим учителям и не просто говорить им добрые слова благодарности, а возвращать то, что учителя когда-то и в целом школа, коллектив школы, как семья вложили в тебя. Поэтому вот всех выпускников школы, нашей большой любимой школы, для того, чтобы и в будущем школа была сильной и самой лучшей в мире, а ведь школу делают лучшие именно учителя, чтобы я приглашаю, прошу поддержать организацию и создание вот таких вот стипендий или премий наших педагогов, наших выпускников, для того, чтобы стимулировать и развивать таланты сегодняшних учителей, которые работают в нашей 26-й школе. И инициативы всегда у учителей много. И самое главное, что дает, кем является сегодня в школе учитель, это все-таки педагогом, раскрывая таланты и поддерживая молодого человека, когда он пытается самоопределиться. Всю родную школу, и сегодняшний коллектив педагогический, сегодняшних учеников, всех наших выпускников и друзей школы. Поздравляю с этим юбилеем, пусть у нас все получается, а наша школа гремит на территории не только нашей страны, потому что выпускники работают по всему миру, и действительно она является кузницей кадров. С праздником, с юбилеем! Глушко в номинации «Лучший учитель-наставник» вручается Едисеевой Веронике Николаевне, заместителю директора по воспитательной работе, учителю биологии. В этом году Веронике Николаевне 45 лет работы в школе номер 26.
В номинации «Лучший молодой учитель» вручается Иннокентьевой Варваре Викторовне, учителю начальных классов, выпускнице нашей школы. Нашей школе 75 лет. Это солидный возраст, крепкий фундамент для новых взлетов и, конечно же, свершений. Это история многих поколений педагогов и учащихся. История, в которой есть много места грустному и радостному, достижениям и потерям, ошибкам и открытиям, неудачам и успехам. Потому что наша школа – это наш общий дом. Вас поздравляет коллектив 3 Б-класса «Танец оленята», классный руководитель Туранова Александра Спиридоновна.
предоставляется слово. Александр Григорьевич, как вам удобно? Я повторю, из нас троих 26-ю школу закончил один я. Я не знаю, к радости или к огорчению, но я в этой школе учился только 9-10 класс. Но, как говорит Дмитрий Евгеньевич Глушко, его мама так часто упоминала чуть ли не до совершеннолетия мою фамилию, что он ее запомнил всю жизнь. Вот он ушел, а он вообще должен меня благодарить. В 4-летнем возрасте он должен быть благодарен, что я его не уронил с рук, когда я его держал. Был бы он ректором, неизвестно. Но это я так шучу. На самом деле, конечно, я благодарен этой школе за многое, потому что здесь были такие учителя, которые меня научили ценить литературу. Это Раиса Дмитриевна. Это Елена Ивановна, которая научила нас истории. Это Антонина Федоровна, которая нас научила математике. Это любимый классный руководитель Вероника Афанасьевна. К сожалению, химию так и не ставит. Не знаю, чья вина. И, конечно же, Юрий Иванович. Вот это замечательные люди, которые я благодарен всю жизнь. Я вам просто хочу одну такую историю рассказать. Когда мы праздновали 30-летие окончания школы в 2009 году, мы решили ее отпраздновать у меня на даче. И вот мы собрались и пригласили туда 4 учителей. И я стал узнавать, и вдруг узнаю, что Антонина Федоровна даже не отличник образования. А я уже заслуженный работник. И мне к этой степени стало очень стыдно. Я пошел к министру образования. Ну, я к тем годам уже был депутатом. Вот. Я пришел и сказал, у меня 2 одноклассницы и моя любимая учительница не отличники. И я добился, мне дали 3 отличника. И когда мы праздновали, я вышел к микрофону и говорю, дорогие учителя, у нас 4 учителя было, я говорю, сейчас я буду вручать награды. Кто бы вам сказал в 79 году, что вы получите награды за моей подписью? Кто бы из вас поверил? Я же стоял, ну что ты по делам несовершеннолетний? И я начинаю с того, что говорю, вот, говорю, министр не могла приехать, поручила мне вручить знак отличника образования Антонине Федоровне. Она говорит, Подколов, ты не можешь не придуриваться. Я говорю, подхожу и показываю ей. Хорошо, что Анисин, но Андрюша стоял сзади, он ее поддержал, Антонину Федоровну. И я вот вручил, и с тех пор я считаю, что награды надо давать вовремя и не ждать юбилея. Поэтому, дорогие учителя, большое вам спасибо, что вы есть. Вы замечательные люди, поверьте мне. Я пытался преподавать, у меня не получается. Это, я вообще не понимаю, ну как можно каждый год одно и то же? Вот просто. Хотя вы, конечно, усовершенствуете, но не понимаю. Поэтому вы замечательные, и вообще на вас держится наша страна. Благодаря вам мы являемся той страной, которой являемся. Вы самое лучшее, и вы соль земли российской.
большое вам спасибо. И это в первую очередь, да не обидятся на меня выпускники, все-таки это праздник учителей. Праздник. Ну, не разрешите, да, я не буду зачитывать приветственный адрес от Государственного собрания Тюмень. Темными зимними холодными вечерами у камина можешь достать и почитать. Благодарность заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия вручается Наумовой Екатерине Серафимовне, учителю английского языка. У меня все нормально с амбициями. Я не даю в рамках, потому что уверен, что на стенку ее не повесит. Если повесите, я куплю. Благодарность заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия вручается Факановой Нине Алексеевне, учителю физической культуры. Ассамблеи народов Якутии вручается Гульневской Оксане Ивановне, учителю музыки. Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по образованию вручается Артемьевой Марии Евгеньевне, учителю английского языка. Почетная грамота Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по образованию вручается Егоровой Светлане Валерьевне, учителю математики. Почетная грамота Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по местному самоуправлению вручается Сергееву Григорию Михайловичу, учителю технологии. Слово предоставляется председателю Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по социальной политике, труду и занятости Алене Николаевне Атласовой. Sürdallı Sospola öğrencileri, выпускниктара, ыдыктабыллар, учуталлар, ветераннар, ылжыктар баргытын Саха Республика Иль-Тюмень назыттан 30 бем апыттан требейдер билейбитнен радейдбе көңүлден. Дорогие дети, выпускники, уважаемые учителя,
ветераны, гости, от имени Комитета по социальной политике, труду и занятости я от всей души поздравляю вас с замечательным 75-летним юбилеем. Сейчас мы вспоминаем историю, какая она была славная, что вы вместе прошли. Но я вот сейчас хочу вспомнить юбилей 5-летней давности, когда в школе исполнилось 70 лет. Помните, мы сидели во время ковида за экраном компьютеров, я лично так сидела из дома и поздравляла вас. И это действительно было такое время, когда нельзя было встречаться, общаться. И сейчас замечательно, что в таком прекрасном зале, в Дворце культуры у нас проходит этот юбилей. И за эти 5 лет сделано действительно многое. У вас появился просторный, современный пристрой. То есть те задачи, которые были поставлены, они достигнуты. И в этот замечательный юбилейный день я желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия. И пусть 26-я школа, замечательная старинная школа нашей столицы, процветает и дальше обучает таких славных, знаменитых выпускников и действительно дает те знания, которые вот родители ожидают от этой замечательной школы. С юбилеем! Почетная грамота Постоянного комитета Государственного собрания Тюмени Республики Саха-Якутия по социальной политике, труду и занятости вручается Степановой Валентине Михайловне, учителю химии. Комитета Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия по социальной политике, труду и занятости вручается Христофоровой Сардане Рудольфовне, учителю физики. Постоянного комитета Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия по социальной политике, труду и занятости вручается Чусовской Кристине Ивановне, заведующей школьным музеем. Предоставляется народному депутату Республики Саха-Якутия Ивану Петровичу Луцкану. Добрый день. Ну вот как мне выступать после Подголова, после этого? Он же все уже сказал. Мне остается лишь добавить и присоединиться и к его словам, и к словам Алены Николаевны, что действительно у вас замечательный праздник. 75 лет – это история, которой надо гордиться, которую надо сохранять и улучшать для того, чтобы будущие поколения помнили свою альма-матер, в которую они пришли, в первый класс, и также встречались на этих юбилейных праздниках, вспоминали самые теплые годы и благодарили своих учителей за то, что они им дали знания. Я хочу от себя лично и от тех, кого я знаю, в первую очередь мою супругу, которая окончила тоже 26-ю школу, сказать огромное спасибо учителям за их труд, который дает возможность нам развиваться, трудиться, а ведь все остальное зависит уже от нас. Вы даете самое главное. Это знание, свое сердце, свою душу, ну а дальше нам двигаться только вперед. Что касается моей школы, которую я окончил, то вы, если я не прав, Клара Егоровна поправит, я окончил гимназию номер 8, ныне классическую гимназию номер 8, то 2 директоров школ вы точно обеспечили, 26-я школа, Галину Ильиничну Устинову и Ольгу Юрьевну Ипатьеву.
Вот поэтому, видите, у нас такой взаимомомент, так что, когда Александр Георгиевич говорит, что он окончил эту школу, то у меня прямая связь. 2 директора у меня было из вашей школы. Хочу каждому из вас пожелать, чтобы у вас было здоровье, счастье в ваших семьях, чтобы ученики, которые здесь тоже присутствуют, были благодарны учителям за их труд, ну и простого человеческого счастья. А в остальном я уверен, что я выражу общее мнение с Аленой Николаевной, так как мы являемся депутатами по Центральному избирательному округу, мы вас поддержим. И почетную грамоту Государственного собрания Илтумена, именно Комитета по образованию, я вручаю Христине Ивановне, которая находится на этой сцене. Поздравляю! Уважаемые депутаты, спасибо за теплые слова и поздравления, но мы продолжаем. Далее слово предоставляется первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия, присяжному Михаилу Юрьевичу. Добрый день, уважаемый Ян Ильич, Мария Петровна, уважаемые преподаватели, ветераны педагогического труда, выпускники 26-й школы, родители 26-й школы, чьи дети учились и учатся здесь, ну и, конечно же, наши уважаемые, любимые дети, которые кто-то по микрорайону пришел в 26-ю школу, кто-то пришел по династии в 26-ю школу, ну, разные другие поводы, но для всех это школа родная и любимая. Я тоже, хотя не являюсь выпускником 26-й школы, но знак одел. Действительно, это школа уважаемая, с очень серьезными традициями, с очень многими достижениями. Я искренне от себя лично, от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия поздравляю с юбилеем 26-ю школу. Желаю дальнейших успехов. И, конечно же, 26-я школа, она всегда отличалась инновационными подходами преподавания, отличалась своим экспериментальным характером. Тем более школа многочисленная, много параллелей. Всегда вот появлялась возможность у педагогов здесь себя реализовать. Ну и, конечно же, сложности, о которых в том числе один из выпускников на примере своем личном Александр Григорьевич продемонстрировал. Ну, связей много, такой формат, который выбран, очень прекрасный, фильм прекрасный, дети прекрасно общаются, атмосфера очень хорошая. Искренне мы сейчас чувствуем, что школа 26-я очень многим дала дорогу в жизнь, хорошо воспитала, подготовила в жизни. И дальше очень важное место в сердце всех этих людей занимает. Ну и, конечно же, мы вспоминаем историю столичного образования. Вот мой ученик Иван Петрович Луцкин сказал, что 2 директора приходили с 26-й школы, становились директорами школы номер 8 города Якутска, но до этого вот мой директор, с которым я начинал учиться в 8-й школе города Якутска, Владимир Дмитриевич Борисов, он после работы в 8-й школе был направлен работать директором 26-й школы. Очень много переплетений. И вот Александр Григорьевич как выпускник 26-й школы, а я был учителем географии школы номер 8 у его детей. И такого очень много, это очень важно. Мы общаемся, мы обмениваемся, мы радуемся друг другу. Конечно, сегодня, и я знаю, что еще на этой неделе будет отдельная встреча в пятницу в школе, в самой теплой обстановке. Не все сегодня, хотя день в день вы празднуете, молодцы, день в день празднуете юбилей школы, но эта неделя вся будет посвящена празднику, будут приезжать выпускники разных лет. И, конечно же, мы будем отмечать труд и тех, кто сейчас работает, и тех, кто ранее трудился. Я сегодня от имени правительства Республики Саха-Якутия, от имени Министерства образования и науки и коллеги из Министерства финансов Республики Саха-Якутия тоже направили свое поздравление, приветственный адрес, я тоже это сегодня вручу. Отметим труд педагогов, очень высокие награды сейчас вы услышите, и мы порадуемся за этих коллег.
Но я хотел бы необычно, пожалуй, так планировал, ну и вот совпало, что здесь тот человек, которого мы хотели отметить, я лично, то, что все-таки учителями славится Россия, да? Ученики приносят славу ей. И вот мы обычно, когда юбилеи проходят, мы действительно отмечаем педагогов, ветеранов, ученики, да, это праздник их школы, их учителей. Но сегодня у меня есть миссия, я хотел бы сегодня отметить одного из выпускников школы, который был и сам учителем здесь начинал работать. Он на свой юбилей в городе Якутске здесь не оказался, но приехал на юбилей родной школы, что вызывает уважение. Поэтому прежде чем перейти к награждениям, я отдельно хочу на эту сцену пригласить и вручить и приветственный адрес, и знак нагрудный за вклад в развитие профессионального образования своего коллегу, выпускника вашей школы, который начинал здесь работать учителем, Дмитрий Евгеньевич Глушко, пожалуйста. Маленький юбилей, который состоялся вдали от Родины. На юбилей не приехал, но на юбилей школы здесь и пользуюсь этим. Спасибо, с праздником! Спасибо, с праздником! Почетным званием почетный работник сферы образования Российской Федерации награждается Румянцева Лилия Петровна, учитель начальных классов. Нагрудный знак «Почетный наставник Российской Федерации» награждается Ноева Любовь Николаевна, ветеран педагогического труда, директор школы 2014-2019 года. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации вручается Ермолаевой Евгении Владимировне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Награда «Заслуженный учитель Республики Саха-Якутия» вручается Борисовой Марьяне Николаевне, учителю родного языка и литературы. Награда «Заслуженный учитель Республики Саха-Якутия» вручается Родниковой Марте Семеновне, учителю начальных классов. Нагрудный знак «Учитель учителей Республики Саха-Якутия» вручается Игнатьевой Елизавете Гаврильевне, учителю географии. Нагрудный знак «Учитель учителей Республики Саха-Якутия» вручается Лукину Юрию Михайловичу, учителю физической культуры. Знак «Отличник системы образования Республики Саха-Якутия» награждается Долгова Ландия Андреевна, учитель истории и обществознания.
Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Филиппова Светлана Васильевна, учитель математики. Письмом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Пестерева Надежда Ильинична, учитель родного языка. Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Черкашина Людмила Николаевна, учитель английского языка. Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Пестерева Екатерина Николаевна, учитель родного языка. Благодарственным письмом Министерства финансов Республики Саха-Якутия награждается Тора Ивановна Рожина, заместитель директора, главный бухгалтер. Уважаемый Ильич, дорогие коллеги, дорогие выпускники, учащиеся, ветераны педагогического труда, все, для кого 26-я школа является родной и любимой. Сегодня разрешите мне от имени руководства нашего города, от имени депутатов Якутской городской думы, но я думаю, мои коллеги еще, наверное, добавят и скажут добрые слова. Разрешите поздравить вас с этим замечательным юбилеем, с этим красивым юбилеем. В этих цифрах 75 лет замечательное прошлое, замечательное настоящее, мудрость, опыт. И, конечно, впереди еще очень много добрых, славных дел. Сотни, тысячи учащихся, выпускников. И вот то место, которое сегодня занимает 26-я школа в нашем городе, это действительно очень непростое место. Для нашей столицы 26-я школа это все-таки вот действительно занимает какое-то особое место, особую нишу. На протяжении многих лет 26-я школа это не просто одна из ведущих школ нашего города и республики, одна из самых больших школ, центральных школ. Я сейчас, когда смотрела вот фильм, слушала прекрасный доклад Аяна Ильича, тоже вспоминала историю 26-й школы, коллег, с которыми вместе работали. И действительно, каждое имя – это личность, каждое имя – это учитель с большой буквы. Сегодня выпускники 26-й школы работают во всех сферах народного хозяйства нашего города, нашей республики и нашей страны. 26-я школа выпустила огромное количество директоров школ, которые работали и сегодня работают. И я не сомневаюсь, что будут дальше работать в системе столичного образования и нашего образования нашей республики, даже за ее пределами. И сегодня хочется сказать огромное спасибо всем, кто отдал 26-й школе часть своего сердца, души, свои знания. Те, кто действительно с любовью приходил на работу и делал все то доброе, что вот несет в себе имя учителя.
Для меня 26-я школа тоже имеет особое значение, поскольку в далекие 50-е годы здесь работала моя бабушка, Каганович Ирина Александровна. И работая во второй школе, и обучаясь во второй школе, поскольку 26-я и вторая школа, мы находились, наверное, действительно это самые близкие школы, очень было много совместных дел. 26-я школа пришла в здание, где когда-то работала вторая школа. А я помню, в 82 году, когда построили, когда новое здание начало работать 26-й школы, я тогда уже начинала работать во второй школе, у нас просто целиком классы выводили в 26-ю школу. И мы не знали, как реагировать. Или это будет наш филиал, или ребята говорили, почему вы нас отдаете 26-й школе. Но действительно, вот просто целиком классами выходили. Переходили учителя. И очень долгое время мы под руководством работали Александра Петровича Рыбкина. Он потом стал директором 26-й школы. Валентина Ивановна Кубашевская из 2-й ушла в 26-ю. Много учителей начальной школы. Поэтому действительно вот те, наверное, переплетения, о которых сегодня уже говорили, там, с 8-й школы, вот такие же они и со 2-й школой были. Потому что действительно 26-я школа – это особая школа. Это школа, которой гордятся сегодня дети, гордятся родители, что их дети обучаются в 26-й школе. И мне, конечно, сегодня хочется, во-первых, сказать слова благодарности коллективу школы, всем ветеранам. Спасибо вам за ваш труд, за то, что в нашем городе есть эта замечательная школа. Сегодня не могу несколько слов не сказать про ее руководителя, директора школы Аяна Ильича Васильева. Он является депутатом Якутской городской думы 3-го созыва, 4-го созыва, 5-го созыва. Аян Ильич вот последние 2 созыва возглавляет комиссию по образованию, культуре и детству. До этого был просто членом этой комиссии. И, дорогие друзья, мне хочется сказать, что ваш руководитель замечательный депутат, который действительно очень ответственно относится к миссии депутата. И сегодня мне хочется сказать о том, что строительство пристроев к школам нашего города, строительство детских дошкольных учреждений во многом сегодня вот идет так масштабно, так, наверное, действительно мощно, благодаря и вашему руководителю Аяну Ильичу Васильеву, за что ему, конечно, огромное спасибо. Каждую сессию Якутской городской думы, каждую встречу с главой Аян Ильич поднимает вопросы образования, потому что для него все, что связано с системой образования, все, что связано с родной 26-й школой, это не просто слова, это его жизнь, это его, наверное, ежедневная работа, без которой он просто не может уже представить, ну, действительно себя и свою депутатскую деятельность. Дорогие друзья, можно бесконечно, наверное, говорить. Простите, прежде чем вручать награды, мне хочется передать слово своим коллегам. И хочу я еще раз всех сидящих в этом зале поздравить вас с этим замечательным юбилеем. И хочется пожелать нашим выпускникам, чтобы они гордо и с честью высоко несли знамя выпускника средней школы номер 26 города Якутска. С праздником вас, дорогие друзья, с юбилеем, 26-я школа. Я не училась в 26-й школе, я училась в 25-й и 18-й. Но у меня тоже есть человек, который объединяет нас. Это ваша бабушка Евгения Саевна. Ой, Евдокия, я вас иногда называю Евгения Саевна. Наверное, что-то. Евдокия, да, Ирина Александровна. Это великолепный педагог. Она преподавала географию. Мастер своего труда. Она участник Великой Отечественной войны. Она учила нас с большим интересом свой предмет, географию. Она рассказывала нам разные истории из личных случаев, которые случались с ней во время войны. Ужасные.
нам было очень интересно. Мы ходили с ней в походы. Я так поняла, что когда речь шла здесь о походах, это, наверное, скорее всего, была Ирина Александровна. Она водила детей. Мы в маю ходили в разные деревни, ходили по кладбищам, ходили по разным городам, ходили, причем пешком. Такая молодец. Спасибо ей за это большое. Вашей бабушке. Изаки Ивановне. Школа номер 26 «Мудрости созвездия». Здесь знания для всех детей очень полезные. Добрые всегда учителя. Аян Ильич главный у руля. С юбилеем школу поздравляем, процветать и хорошеть желаем. Всем, кто трудится, здоровья и удачи. Пусть звенит здесь звонкий смех ребячий. Пусть все любят школу дорогую, строгую, но добрую такую. Не иссякнет мудрость поколений. Всем успехов, каждое мгновение. С юбилеем! Добрый день. Ну, я сейчас не как депутат, я как выпускник нашей школы скажу. Выпускник нашей школы, старший брат моего мужа. Мой муж выпускник нашей школы, я, моя дочь и мой сын. Конкретно учительница моего мужа, потом уже я пришла, так интересно, он во втором классе пришел в 26-ю школу, и потом пришла тоже во второй класс, я, Любовь Андреевна. Оксана Ивановна, классный руководитель моей дочери, она у меня многодетная мама, классный руководитель моего сына, он один из первых получил орден мужества. Вероника Николаевна, любимая учительница, самый красивый кабинет и изрисованные парты. Потом Вероника Николаевна вытаскивала меня с другого урока и говорила: иди сюда, Шемидова, будешь мыть парту. У Вероники Николаевны тогда был самый красивый кабинет, всякие цветы были. У Любовь Андреевны во втором классе первый раз в жизни мы видели северное сияние. И вот это все я помню, хотя мне всего-то 50 лет, да? И когда-то в 90-х годах вот отменили форму, как это было жалко. Вот сейчас я смотрю, дети в форме, учителя в форме, как это было прекрасно. А мы сидели, и каждый приходил в школу, как хотел. Вот такие вот серьги яркие. Я помню, приходили, ну-ка быстро умываться в столовую, снимать вот эти серьги. То есть вот какое-то чуть-чуть непонятное было. Я очень рада, что мои дети попали в другое время и учились по-другому, с формами. То есть вернулись тот, как вот мы в Советском Союзе были в форме, да? И когда я ушла со школы, я думала, вот ученикам скажу, не вернусь никогда. Меня так гоняли, я была школьница, на перилах каталась, если честно, в углу старших классов стояла. Но оказалось, что когда пришли мои дети, я каждый раз стояла на сцене. Когда праздник был школы, я стояла на сцене. Когда я стала депутатом, я тоже стою на сцене, да? Что я хочу вам всем сказать, дорогие учителя, которые нас учили, которые учителя пришли. В первую очередь вам здоровье. Если у вас будет здоровье и в вашей семье все будет хорошо, вы всех наших детей будете любить, учить и отдавать им свои силы, потому что учитель – это как вторая мама. Как научили, так они и в жизни, если честно, пошли, да? Вот, ну, на примере, да, Любовь Андреевны и Оксаны Ивановны, Вероники Николаевны. То есть я желаю вам здоровья. В нашей школе процветания. Я хочу своих, ну, у меня уже внуки двое взрослых почти, двое еще пока маленьких, да? Хотелось бы, конечно, чтобы в моей школе они тоже учились, и как бы тоже узнали, что вот, оказывается, бабушка и дедушка научились в нашей школе. Так что побольше вам хороших, отличных учеников. И низкий вам поклон, дорогие наши учителя. Вам вручить наш приветственный адрес.
знаком отличия за вклад в развитие образования столицы награждается Васильев Аян Ильич, директор школы. Грамота главы городского округа город Якутск вручается Дурановой Александре Спиридоновне, учителю начальных классов. Грамотой главы городского округа город Якутск награждается Пен Татьяна Николаевна, учитель начальных классов. Почетная грамота Якутской городской думы вручается Слепцовой Александре Николаевне, учителю начальных классов. Почетная грамота Якутской городской думы вручается Семеновой Ольге Ивановне, учителю английского языка. Благодарность Якутской городской думы вручается Бетюнской Екатерине Львовне, логопеду. Почетная грамота Якутской городской думы вручается Петрову Василию Васильевичу, рабочему. Благодарность Якутской городской думы вручается Григорян Марьям Петиковне, гардеробщику. Благодарность Якутской городской думы вручается Карпенко Марине Афанасьевне, учителю английского языка. Также
Благодарность Якутской городской думы вручается Кириллиной Сардане Анатольевне, учителю английского языка. Последнее детство, минуты, последний прощальный урок. Печально слегка почему-то звенел нам последний звонок. Как грустно, как жаль, что не будем детьми мы уже никогда. Мы, школа, тебя не забудем. В душе и в сердцах ты навсегда. Выпускникам всех лет посвящается эта песня. Встречайте на сцене выпускница 2002 года, артистка якутской эстрады, отличник культуры Республики Саха-Якутия, несравненная Олимпия. Бурные аплодисменты. С юбилеем! Родная 26-я школа! Всей души поздравляю! И для вас моя любимая композиция «Кубанар».